Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сохраняем культуру посредством технологий. В интернет-пространстве появилось интерактивное приложение «Самоучитель якутского языка» для взрослых и детей от 8 лет начинающего уровня. Изучить якутский язык станет легко, просто и интересно. На самом ли деле это так, нам расскажет гостья студии Лилия Бечиген, основатель и руководитель стартап-проекта «Сахалы». Лилия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь. Ну, на данный момент я нахожусь в отпуске по уходу. Последние 2 года я работала в IT-парке Якутск ведущим экспертом. Вот. И, собственно, и последние 1,5 года вот мы с мужем занимаемся стартапом «Сахалы». А почему решили создать самоучитель якутского языка и с чего все началось? История на самом деле такая прозаичная. Работая в IT-парке, я проводила там экскурсии для приезжих гостей. И на одной из экскурсий гости спросили, есть ли у вас какие-то разработки, стартапы, которые поддерживают культуру, язык вашего народа. Вот. На тот момент, к сожалению, мне не нашлось, что ответить. И я задумалась, просто задалась сама этим вопросом, почему у нас действительно нет ничего такого, хотя бы по изучению языка. Потому что на самом деле идея лежит на поверхности. И, придя домой, я рассказала, в общем, эту проблему мужу. Мы с ним посмотрели, погуглили, поискали, были ли вообще какие-то наработки, разработки, что-то ранее именно по изучению языка, и ничего не нашли. То есть были какие-то там словари, клавиатуры вот наши есть, да, но именно самоучителя как такового, оказывается, не было. Мы, конечно же, сразу не хотели браться за эту затею, потому что это такое, очень ответственное дело. Но потом, как оказалось, мы не смогли смириться с этим и поняли, что в принципе у нас все есть. У меня есть определенные компетенции в IT-индустрии, да, у мужа моего есть, получается, знакомства в языковом сообществе, поэтому решили наши усилия как раз объединить и взяться за это дело. А в чем особенность вашего приложения? Вот, как говорится, есть ли какая-то фишка? Да, в общем, приложение, если так посмотреть, оно в принципе не отличается от других языковых приложений. Наверняка знают зрители, да, приложения разные по изучению английского языка, других иностранных языков. По сути, механика та же самая. Или можно еще сравнить с порталом Учи.ру, которым сейчас пользуются наши школьники, да. Из фишек мы решили включить туда рейтинговую систему. То есть, когда пользователи занимаются, они еще соревнуются друг с другом. Это вот сделано для того, чтобы как раз повысить мотивацию пользователей, обучаться больше, дольше и качественнее. Вот. И также у нас приложение позволяет проводить онлайн-олимпиады по якутскому языку. Это такое мероприятие, то есть любые олимпиады могут, по сути, воспользоваться нашей площадкой, и приложение само будет регистрировать участников, подсчитывать баллы, замерять скорость участников. Вот. Можно тоже отнести это к фишкам. А в процессе изучения языка какие ступени необходимо пройти? Так, у нас, получается, сейчас реализован пока только первый этап. Он называется «Этап для начинающих, взрослых и детей от 8 лет». В этом этапе 9 разделов, и в каждом разделе примерно от 8 до 12 уроков. В каждом уроке примерно 30, 40, 50 заданий. Вот. Получается, каждый раздел открывается последовательно. Как только человек прошел первый раздел, прошел обобщающий тест, ему открывается доступ к следующему разделу. А какие возможности предлагает приложение обучающимся, как удержать интерес к процессу изучения языка? Я уже отметила, да, что у нас есть рейтинговая система. Также в процессе обучения обучающиеся, они собирают бонусы, алмазики. Вот. И это тоже элемент геймификации, такой игровой элемент, который призван на то, чтобы удерживать внимание пользователя. И вообще, если вдаваться в тонкости, в нюансы IT-продукта, там есть специальные такие психометрики, да, по которым мы измеряем, насколько вообще людям приятно находиться в приложении,
приложения, насколько долго они могут там находиться. И исследуя это, мы можем дальше улучшать и модернизировать наше приложение, чтобы людям было интересно, не скучно, и чтобы хотелось учить все больше, больше, дальше, дальше. А почему у вас есть возрастное ограничение с 8 лет? Ну, потому что дети младше 8 лет, это вообще, конечно, совсем другой контингент, и на них действуют совсем другие методики. И у нас, как я сказала, это только первый этап. Второй этап — это будет приложение для продолжающих самоучитель, да, то есть для людей, у которых уже есть какие-то базовые знания якутского языка. Вот. А третий этап — это как раз-таки будут дети от 3 до 7 лет. Пока что, ну, на наш взгляд, это такая самая сложная аудитория, потому что захватить их внимание, конкурируя с другими программными, какими-то с другими программами, другими приложениями, да, это, конечно, кажется сложным пока что. Но мы намерены за это взяться, как бы попробовать никто не запрещает. Так что это у нас пока запланировано вот в третьем этапе. А вот когда вы разрабатывали приложение, обращались ли вы за помощью, ну, к каким-то людям, кто лучше, например, знает язык? Ну, конечно, конечно. Во-первых, мы с мужем, ну, сами не лингвисты, не учителя якутского языка, и мы даже не разработчики, даже не программисты. И у нас, в принципе, профессии даже не смежные, не в смежных областях. И первое вообще, что мы начали делать, когда появилась идея, когда мы решили взяться, это искать команду. Первыми мы нашли наших учителей, методистов, которые составили всю методику приложения. Это Марианна Макаровна Федорова и Лена Владимировна Шишигина. Вот, они, получается, составили все задания, всю последовательность выстроили, ну и потом в процессе еще это будет модернизироваться, меняться. Также у нас есть консультанты, тоже лингвисты, ученые, и с университета СВФУ есть у нас консультанты. Вот, и разработчики, команда разработчиков — это, конечно, тоже отдельный пласт, один из самых важных, скажем так. То есть мы, по сути говоря, в этом проекте просто люди, которые являются менеджерами и соединяют нужных людей с нужными людьми. Угу. А доступно ли приложение Сахалы для телефонов с программой Android или только для айфонов? Конечно. Конечно, приложение, оно рассчитано на пользователей Android и iOS. Тут вообще нет никаких разграничений. Да? Просто такой вопрос мог возникнуть, потому что для андроидов пока еще нет приложения в Play Market или других маркетах. Да? Это связано с тем, что у нас сейчас, в принципе, разработка подходит к концу, и приложение только выходит на вот эти маркеты. И просто iOS приняли раньше, чем приняли коллеги, скажем так, с Гугла. Угу. Ваше интерактивное приложение универсально или оно создано именно для изучения якутского языка? По сути, конечно, туда можно загрузить и другие языки, то есть там нет ограничений. И, ну, пока что мы начали с нашего родного якутского языка, но в дальнейшем, конечно, если масштабировать проект, если будет интерес у каких-то других народов, республик, конечно же, можно все это модернизировать и внедрить туда другие языки, вообще без проблем. А вот как вы уже говорили, что с вопросом о каком-то приложении или словаре, да, к вам обращались иностранцы, а вот после того, как приложение выпустилось, пользовались ли, вот, например, те же иностранцы вашим приложением? Я пока такой отклик не получала, лично я, да. У нас на данный момент сейчас есть техническая проблема с тем, что пользователи других стран пока не могут скачать, потому что у нас происходит авторизация через смс-ки. То есть, чтобы войти в приложение, пользователь должен ввести свой номер телефона, а этот номер телефона должен начинаться на +7, ну, то есть это либо Россия, либо Казахстан пока. Ну, как бы мы, конечно же, сейчас уже хотим поменять вот эту вот систему, чтобы регистрация проходила проще через электронную почту, например, потому что, конечно же, мы хотим, чтобы приложением пользовался весь мир и не ограничиваться только там страной, регионом и так далее, а для всего мира. А какие планы у вас на будущее? В каком направлении вы планируете двигаться дальше? Ну, вот сейчас мы заканчиваем первый этап, как я сказала. Буквально на днях должен состояться официальный уже релиз и на iOS, и на платформе для андроидов. Вот. И, ну, дальше, наверное, мы
отдохнем чуть-чуть, вот, потому что команда все-таки очень плотно занималась, особенно последние месяцы, немножко подустали, но, как я говорила, второй этап для продолжающих ждет, и там, в принципе, уже тоже вся команда набрана, заряжена, и мы стоим тоже на низком старте. И третий этап, это, ну, последовательно, да, если рассчитывать второй этап на этот год, до конца 2023 года, то на следующий год мы планируем уже вот как раз вот детский этап. А на сегодняшний день сколько скачиваний у приложения? На сегодняшний день, пока мы смотрим только iOS, около 1500 скачиваний. А насколько, как вы ожидаете, популярности пользователей? Ну, насколько популярно? Ну, я думаю, что приложение будет популярно, просто сейчас мы еще не проводили такую масштабную рекламную кампанию, она еще не начата, потому что мы вот опять-таки ждем вот этих вот официальных релизов, да. Ну, насколько я знаю, например, в городе Якутске, да, по данным, около 13 тысяч школьников изучают якутский язык в школах. Вот, хотя бы если опираться даже на эти цифры, то, в принципе, если охватывать всю республику, я думаю, до 20 тысяч скачиваний к концу года можно будет набрать. Получается, по вашему опыту, любой человек, не имеющий никаких таких знаний, может создать приложение? Да, вот, и как раз вот нашим кейсом вот мы показываем, да, с супругом моим то, что по сути, каждый человек, самый простой человек, может влиять, ну, не только создавать какие-то приложения, продукты, да, и продвигать свои идеи, он может влиять вообще на развитие нашего общества, может влиять на развитие языка. Ну, то есть это же очень важно, может даже на какие-то исторически важные вещи. И вот мы своим как бы случаем хотим это показать, рассказать всем людям, что это возможно. Вот. Тут достаточно иметь желание, какой-то четко прописанный ваш план, да, и нужные люди, ну, определенный уровень энергии, да, скажем, чтобы заряжать других, чтобы вот этот вот огонь, который горит внутри вас, в ваших глазах, да, он мог провести вас через этот путь, потому что мы начинали, у нас вообще ничего не было. Ну, получается, только идея в наших головах, больше вообще ничего, ни финансирования, ни каких-то там определенных знаний, ненужных людей. И вот, конечно, спустя вот эти вот годы мы, кстати, за счет чего мы реализуем идею нашу, мы выиграли грант главы в прошлом году мае, и, в принципе, вот эти средства, они дали нам возможность сделать наш продукт, реализовать его, да. И это бесценный опыт. Во-первых, находятся люди, которые готовы помогать, которые готовы работать. И вот сейчас, к концу проекта, вот уже можно смело сказать, что есть команда, есть продукт, и что это оказывается действительно реально, что когда ты просто вот с одной мысли в голове можешь что-то сделать полезное и важное. Главное, чтобы была идея, вдохновение. Да, и энергия. Лилия Александровна, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Желаю вам удачи в дальнейшем. Спасибо большое. До свидания. Об интерактивном приложении Сахалы мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.